Куда пойти учиться в Японии? Таким вопросом зачастую задают себе студенты, желающие открыть для себя страну восходящего солнца. Для того, чтобы помочь им сориентироваться, во Владивостоке и Хабаровске организовали выставку под названием «Образование в Японии». Там все желающие могут напрямую обратиться и встретиться с представителями образовательных учреждений Японии. Рассказывает наш СОПКОР в Хабаровске Стас Михайлов. О том, какой интерес вызывает язык страны восходящего солнца среди студенчества, можно судить по количеству посетителей выставки. И этот интерес постоянно растет, особенно на Дальнем Востоке. Выставку образования уже не первый год проводит компания License Academy, помогающая студентам по всему миру получить образование, а в перспективе, возможно, и работу в японских корпорациях. Данные корпорации при отборе претендентов руководствуются именно хорошим знанием языка. Безусловно, без какой-то общения с носителем языка достаточно сложно приблизиться к идеальному знанию языка. Представляют свои учебные заведения в основном лингвистические школы, но есть также один колледж, обучение в котором посвящено дизайну и моде. Практически все школы представляют краткосрочные и долгосрочные программы, зимние и летние каникулярные курсы. Все зависит от предпочтений соискателей. Причем незнание японского языка не является преградой для обучения. Тяжело просто учить язык, находясь в среде, в которой ты вырос с детства. А когда ты приезжаешь в Японию, ты полностью в нее погружаешься. А если вокруг тебя нет людей, которые говорят по-русски, то, мне кажется, японский язык можно будет выучить намного быстрее. Для того, чтобы поехать на длительную стажировку на несколько лет, конечно, нужно иметь хотя бы базовые знания в области языка, окончить школу и первый курс вуза. Для стажера будет разработана индивидуальная программа обучения. Приезжают, все рассказывают, показывают, приглашают. Тот человек даже, который на перепутье стоит, думает, что-то я в жизни вот застрял. И тут ему такая внятная программа. Это здорово, это помогает поехать. Ну, будет, конечно, тяжело. Но в Японии очень вежливая страна, и к иностранцам там особое отношение. Учитывая ситуацию со скачками курсов валют, многие университеты и колледжи идут на финансовые уступки, предоставляя возможность оплаты обучения в рассрочку, а префектуральные школы могут предложить более бюджетные варианты обучения. Те, кто не смог посетить выставку, могут получить всю интересующую информацию и подать заявку через сайт «Путеводитель по обучению в Японии». Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.